Правительство России, которое возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовало прогноз, что до 2042 года бюджет России будет дефицитным. То есть еще 16 лет не будет никакого роста экономики, должного финансирования образования, медицины, дорог, системы ЖКХ. Не будет роста пенсий и пособий для малоимущих. Инфляция будет съедать все индексации. Это значит, что не будет выделяться средства на обновление труб, отопления, водопровода, газовых труб, обновление лифтов, ремонта домов. Аварии будут только расти. Не будет денег на расселение из аварийных домов, а значит, они будут разрушаться, разваливаться крыши, а люди будут в них продолжать жить. Не будет денег на обновление маршрутного транспорта. Это значит, что те, кто сегодня выходит на пенсию в 65 лет, так и проведут всю свою старость в нищете, прожив до 80 лет. Это значит, что сегодня граждане среднего возраста от 30 до 40 лет будут работать только ради того, чтобы выжить и прокормить свои семьи. Это значит, что молодое поколение 18-20 лет всю свою молодость не будут видеть нормальных перспектив в этой стране и, скорее всего, будут стараться уезжать из нее. Молодые семьи не будут планировать заводить много детей, а это значит депопуляция населения и демографический кризис. Что является всему этому виной? Почему мы будем в ближайшие 16 лет жить в нищете? Война, которая идет уже 5-й год. Именно она сжирает все финансы и ресурсы страны. Все регионы и республики России сегодня пашут на войну себе в ущерб. Вы знаете, сколько стоит один день войны с Украиной? Эксперты, разные эксперты, называют цифры от 300 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов в день. В день. Давайте возьмем среднюю между ними цифру 600 миллионов долларов, чтобы и не туда, и не сюда. 600 миллионов долларов в день. Это затраты на закупку и производство оружия, выплаты контрактникам, выплаты за погибших, за ранения, расходы на топливо, обмундирование, питание солдат, техника, медикаменты, различные товары первой необходимости и многое-многое другое. Один полный залп из Града стоит примерно от 200 до 400 тысяч долларов США, в зависимости от типа боеприпасов. Стоимость одного шахеда, который Россия сегодня закупает у Ирана, стоит самое меньшее 193 тысячи долларов за штуку. А таких шахедов запускают сотнями по Украине каждый день. Просто цифра в 600 миллионов вам ничего не скажет. Давайте переведем ее в что-то более существенное для нашей республики. Например, 4-полосная дорога от Уфы через Карамаскалы, Инзер, Белорецк и до Учелов стоит максимум 6 миллиардов долларов. Это 10 дней войны. 10 дней не повоевали, и на тебе классная 4-полосная дорога в самом опасном и трудном участке дороги республики. Или, например, построить школу, как недавно построили в Шмидтово, на 640 школьников и на 160 мест еще в детском саду. Такая школа обошлась правительству в 1 миллиард 600 миллионов рублей или 18 миллионов долларов. На 600 миллионов долларов, которые уходят в день на войну с Украиной, можно построить 33 такие школы. То есть в половине районов республики можно построить по такой школе за один день войны. Или возьмем поликлинику, которую построили в поселке Нагаево. Трехэтажное здание поликлиники площадью более 4000 квадратных метров для приема детей и взрослых. Проектная мощность поликлиники составляет 320 посещений в смену. Стоила такая поликлиника 380 миллионов рублей. Или 4 миллиона 300 тысяч долларов США. На 600 миллионов долларов можно построить 142 поликлиники. Если же просто взять 600 миллионов долларов, перевести их в рубли и раздать каждому жителю республики, напомню, что у нас в Башкортостане проживает 4 миллиона человек, то тогда каждый житель республики получит по 11,5 тысяч рублей в день. В день! Еще один день, еще 11,5 тысяч рублей. Еще один день, еще 11,5 тысяч рублей. А война уже идет 5-й год. Можно умножить 11,5 тысяч рублей на все дни войны и понять, насколько граждане России стали беднее. И это еще в эту однодневную сумму в 600 миллионов долларов
не входят потери от санкций, не учитывается горе от потери близких, демографическая катастрофа, зомбирование населения, разгул преступности, запрет интернета, отсутствие свободы слова и многие-многие другие проблемы, которые испытывают ежедневно наши граждане. Мы, жители республики, должны осознать, Путин не хочет завершения войны. Им не движет защита русскоязычного населения Донбасса, не пугает его и НАТО. Это все было причины, чтобы начать войну для полного захвата Украины. Но какая выгода от того башкиру или татару, или чтобы еще один народ стал порабощенным в результате этой войны? Нет никакой выгоды. Да и не станет он порабощенным, потому что Путин не сможет захватить Украину. Если бы мог, он бы сделал бы это в первые же месяцы войны. А идет уже 5-й год войны, и дух украинцев не ломается. Тогда зачем башкирам и татарам заниматься этим гиблым, бесполезным и, самое главное, опасным для наших народов делом? Из нашей республики погибло больше всех на этой войне. Счет официально погибшим приближается к 10 тысячам. На втором месте Татарстан. Что от этого выигрывает наша республика? Может быть, за участие в этой войне нам пообещали, что мы теперь не будем отправлять 80% доходов в Москву? Или, может быть, снова башкирский язык станет обязательным для изучения в школах? И вновь появятся предметы на башкирском языке? Или, может быть, вернут все снесенные памятники Ахмедзаки Валиди? Или освободят Фаиля Алсынова, Айрата Дильмухаметова, Рамилю Саитову? Или, может быть, освободят всех заключенных по Баймакскому делу? Или, может быть, прекратят разработку хребта Кырктау? Ну нет же, ничего этого не будет. Наоборот, запреты только усилятся. А по улицам нашей республики все больше и больше будут ходить русские неонацисты из русской общины и запугивать всех. Тогда зачем нам жить еще 16 лет в нищете и страхе? Может быть, пора уже задуматься о том, что нам пора отделяться и создавать свое собственное независимое государство. Тем более, не мы одни хотим независимости. Все национальные республики этого хотят. А если мы все вместе заявим о своем желании обрести свободу, то кто нас сможет остановить? Некоторые заявляют, что независимость Башкортостана это невозможно. Не дадут, география не позволит, нас сразу захватит Китай и все остальные подобные страхи. Конечно, может ничего не получиться, если мы даже не будем пробовать. А я вот просто уверен, что все у нас получится. И наша республика будет очень богатая, и уровень жизни в ней будет очень высокий. Надо только начать освобождаться. И первый шаг к освобождению, к свободе должен произойти здесь, в голове. Внутри себя мы должны осознать, что мы не россияне, и Россия это не наша родина. Мы башкиры, и наша родина Башкортостан. И других земель нам не надо. Своей вполне хватит, чтобы жить счастливо. Давайте, башкиры, татары, чуваши и другие народы, освобождаться от этой мерзкой и лживой российской пропаганды и присоединяйтесь к борьбе за независимость.